Салям алейкум, в эфире программа «Истикамет». В направлении мы продолжаем тему семьи и семейных отношений, которую начали обсуждать на прошлой передаче. Сегодня будет продолжение этой темы. Сегодня у нас в гостях муфти Крыма Айдер Бей Рустамов. Хош келдинез. Зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Если есть у вас вопросы, звоните, телефоны указаны на наших экранах. Друзья, давайте начнем с того, что по каким принципам должны строиться семейные отношения по шариату вот, в исламском обществе, и что вообще означает семья и какой смысл семьи заложен? أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Семья строится, естественно, в первую очередь это должны учитываться такие критерии, как религия, вера, богобоязненность. И об этом, в принципе, на прошлой передаче Сулейман Уджай этот вопрос уже затронул. То есть если мы говорим о выборе спутника жизни, то он должен удовлетворять двум основным критериям. Это религия и нравственность, как это сказал посланник Аллаха. Если к вам придет свататься тот, чьей религией, чьей верой вы и нравственностью вы довольны, то вы давайте замуж. Если же говорить о выборе спутницы жизни, то там упоминается 4 основных критерия. Опять же, в хадисе пророка, саллаллаху пророк, саллаллаху сказал о том, что женщину выбирают или на женщине женятся по 4 причинам. То есть это либо из-за ее силу ее красоты, знатного рода, положения или же религии. Выбери же обладательницу религии, сказал посланник Аллаха, а иначе ты будешь в убытке, по-разному переводят переводчики, либо наоборот, в обратном смысле обретешь достаток, благополучие, благодать и так далее. То есть там просто метафора упоминается, но это основные критерии. То есть помимо этого, то есть ученые, это очень важно, что все понимали, выделяют такое понимание, как кафа, соответствие. То есть на этом не заканчивается. Это основа основ. Но еще соответствие должно быть. То есть мужчина должен соответствовать женщине. В чем соответствовать? То есть выделяются различные критерии. Это положение, из какой семьи она. Достаток, так сказать. Положение, да. То есть знатный род, незнатный род. То есть положение ее. Ну, раньше свобода, сейчас это не очень актуально. То есть свободный человек или раб и так далее. Из какой семьи? То есть, кто ее родители? То есть, кем они работают? Кто его родители, кем он работает? То есть это все детально, исламские правоведы, все это рассматривается. И должно быть соответствие. Почему, опять же? Потому что если этого соответствия не будет, то конфликты, они неизбежны. Неизбежны конфликты. Это жизнь. Друзья, на чем вот, если продолжим эту же тему, можно ли создать семью без любви и будет ли она крепкой? Любовь как такова, она, конечно же, приветствуется в исламе. Был даже случай, когда некий сподвижник хотел жениться, и посланник Аллаха спросил: а ты посмотрел на свою избранницу? Он сказал: нет. Сказал: иди и посмотри на нее. Ну, раньше так было в традициях, в быту. То есть мужчина мог взять в жены, даже не посмотрев на свою избранницу. Но посланник Аллаха сказал: иди и посмотри на нее. Ведь лучше, если вы придетесь по душе друг к другу. Поэтому, конечно же, приветствуется, и более того, некоторые ученые разрешают даже смотреть на аурат женщины тому, у кого есть серьезное намерение, взять ее в жены. Даже это позволяется. И опять же, да, то есть в суре Румы, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. То есть и из его знамений то, что он создал для вас, из вас самих же жен для вас. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Дабы вы находили в них успокоение, покой. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
и установил между вами мавадда, любовь. И эта любовь не просто любовь, влюбленность, какая-то пылкая любовь. Нет, это высокая любовь. Это та любовь, которая всегда остается. Варахма. И милость, и милосердие. И далее Аллах это подчеркивает, говорит, поистине в этом есть знамение для людей размышляющих. Друзья, создается семья, мужчина, женщина, права и обязанности у каждого разные. Если говорить про обязанности мужчины, в чем они заключаются в браке? Обязанность мужчины Аллах Субхану Тааля очень емко описал в одном аяте. Аллах Субхану Тааля говорит этот аят из суры «Женщин». «Ар-риджалю каввамуна аля ниса». Мужчины, правильно переводить мужчины, а не мужья, это тоже нюанс. Каввамуна аля ниса. Слово каввамун. Переводчики по-разному его переводят в силу того, что арабский язык настолько богатый, и недаром Всевышний выбрал именно арабский язык для своего последнего писания. По-разному переводят. Кто-то переводит попечители, кто-то переводит ответственный за женщин. Мужчины ответственные за женщины. Мужчины попечители женщины. Мужчины хранители женщин. По-разному. В зависимости, если смотреть определение переводы можно разные, много выбрать, да. Мужчины стоят над женщинами. Есть такой даже перевод. И все эти смыслы, в принципе, они все вытекают из этого слова. Каввамун. Слово каввам. Что значит слово каввам? Вообще можно говорить часами только лишь о начале этого аята. Я постараюсь очень кратко. Слово каввам, оно несет в себе ряд значений. Каввам означает тот, кто защищает. Это все вытекает из самого слова, из значения слова. Тот, кто защищает. Мужчина, защитник. Да, обязан обеспечивать защиту женщинам. Каввам. Также это слово несет в себе смысл попечитель. То есть тот, кто печется, тот, кто заботится, удовлетворяет потребности. Причем потребности не только физические, не только материальные. Нет. То есть мужчина, он обязан удовлетворять все потребности своей семьи. Как своей жены, так своих дочерей, мамы и так далее. Ответственность за всех. Да, конечно, естественно. Тут очень важно отметить, что мужчины именно. То есть тут речь идет о мужчинах в общем. Не говоря, он отец или сын, или же дедушка. Да. Хотя, то есть роль мужа сюда, она также включена. То есть он обязан удовлетворять абсолютно все потребности. То есть у жены есть потребность в общении. Он должен ее удовлетворять. Он должен ее выслушать. Часто бывает, что муж приходит с работы домой, да, и ничего не хочет слушать. То есть он хочет поесть и пойти отдохнуть. Но нет, это его обязанность, он должен это осознавать, что это ее право. Также, в том числе, это ее право. Также это слово означает решимость, то есть одно из оттенков значения этого слова — решимость, настойчивость, инициативность и так далее. То есть он должен быть решительным, он должен быть сильным в своей семье. Что это означает? Это означает то, что воспитание, например, своих детей, то есть инициатива в первую очередь должна исходить от него. То есть он не должен ограничиваться тем, что я же сказал поступить так, и все, вопрос закрыт. Нет. То есть ты сказал хорошо. Но еще и путь правильно нужно конечно, показать. ты должен задавать нужный вектор. Нужный вектор, да. Ты должен задавать нужное настроение. И мужчина, у него просто нет морального права, не знаю, падать духом, отчаиваться и так далее. Потому что эта обязанность лежит на нем. То есть это, я бы назвал это даже миссия. То
есть вот в слове «каввам» Аллах Субхану Тааля описывает миссию мужчины. Потому что, на самом деле это великая миссия. То есть и на самом деле, если мужчины правильно будут понимать эту миссию, то тогда все остальное встанет на свои места. Потому что зачастую мужчины неправильно понимают эту миссию, эту роль, которую Аллах Субхану Тааля возложил на них, и становятся узурпаторами в своей семье. Узурпаторами в каком смысле? Потому что если мы затронем роль женщины, то там мы увидим, что она должна абсолютно подчиняться мужу и так далее, и так далее. То есть и будет ощущаться дисбаланс. Дисбаланс, он всегда ощущается тогда, когда мужчина неправильно понимает вот эту роль, вот эту свою миссию. А какие же обязанности возложены на женщину? Что она должна выполнять? В обязательства входит женщиной. Первая ее обязанность – это подчиняться мужу. То есть это великая обязанность, которую Аллах Субхану Тааля возложил на нее. И на этот счет есть очень много изречений посланника Аллаха, саллаллаху, что указывает на то, что этот вопрос он был актуальный в те времена, и он не теряет актуальность, в принципе, ни в какие времена. Он сейчас даже актуальный. Я могу привести некоторые из них. В частности, был такой случай со сподвижником, с одним из сподвижников, Мухсин. Звали его Мухсин, и его тетя по отцовской стороне пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, с каким-то вопросом. Ее вопрос разрешился, и тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, спросил ее: а есть ли у тебя муж? Она сказала да. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, спросил у нее: а как ты к нему относишься? Она сказала: все, что я могу сделать для него, я делаю для него, за исключением того, что я не могу сделать. И тогда пророк, саллаллаху алейхи, настоятельно сказал ей: заботься о нем, ведь поистине он твой рай и твой ад. Так сказал. То есть довольство, смысл какой там то есть довольство мужа, если женщина покинет этот мир, поклоняясь Аллаху, не приобщая к нему ничего, и муж ее будет доволен ею, то это ее гарантия входа в рай. То есть смысл такой: если же муж недоволен, то обратный результат. Это вот в прямом хадисе. Также пророк, саллаллаху алейхи, сказал в длинном хадисе, опять же: если бы я кому-нибудь повелел совершить земной поклон, что нельзя, в исламе запрещается кому-либо кланяться, совершать земной поклон, поскольку это прерогатива Аллаха Субхану Тааля. То есть мы кланяемся, мы совершаем земные поклоны только одному лишь Всевышнему Аллаху. Но пророк, саллаллаху алейхи, специально это подчеркнул и сказал: если бы я повелел кому-либо в этом мире, то есть совершить земной поклон, то я бы повелел совершить земной поклон женщине, мужу. Так он сказал. Друзья, мы рассмотрели обязанности мужчины и женщины. А если говорить о правах, равны ли мужчина и женщина в своих правах, или у кого-то прав больше все-таки? Нет, конечно, права равны. То есть у женщины есть свои права, у мужчины есть свои права. То есть женщина имеет право на все то, в чем обязан мужчина. И наоборот. Единственное, что у мужчин на одну степень выше, как это Аллах Субхану Тааля подчеркивает. И эта степень, она чем объясняется? С тем, что мужчина, он несет ответственность. То есть в конечном итоге он ответственен за исход в семье, в той или иной ситуации. Конфликт, ссора и так далее. То есть ответственность лежит на нем. Поэтому право окончательного решения, то есть право решения, право вести, право решать, принимать решения остается за ним. Потому что это
то право, которым наделил его Аллах Субхану ва Тааля. Значит, в конфликтах, спорах, которые возникают в семьях, кто все-таки ставит последнюю точку, можно так сказать? Кто ставит? Ну, вопрос риторический. То есть ставит, опять же, мужчина ставит. Потому что Аллах Субхану ва Тааля это подчеркнул, сказал: «Валли риджали алейхинна дарджа». И у мужчин над ними есть степень. Степень это объясняется именно этим. Но опять же, то есть важно понимать, что это не означает то, что он должен узурпировать все. То есть вот это важно понимать. Это означает прежде всего ответственность. Это бремя. Это то, за что с него будет спрошено в судный день. То есть когда он предстанет перед Аллахом Субхану ва Тааля, он будет отвечать за это. Он будет нести ответственность за это. То есть его решение, которое он принял в той или иной ситуации, к чему оно привело? К чему оно привело? К тому, что его дети не так воспитывались, например, что сплошь и рядом мы можем наблюдать комплексы среди детей. Что, возможно, это привело к какому-то разводу по его решению, опять же, да, он будет нести ответственность, потому что он, то есть Аллах Субхану ва Тааля наделил его этими полномочиями, и он, по сути, в одном лице, он же исполнитель, и он же судья. Ну, это великая ответственность просто. Вот это надо понимать. Говоря о мужчине, может ли он делать какие-либо запреты своей жене общаться или там ездить? Может быть, говорят, часто ездит к своим родителям, может быть, часто ходит к своим подругам, друзьям, общается очень часто, видится с ними. Может ли муж делать запреты своей жене на посещение своих знакомых, друзей? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: недозволено жене поститься, имеется в виду дополнительный пост, без разрешения мужа. Также посланник Аллаха сказал, что недозволено жене пускать в дом кого-либо без разрешения мужа. Эти хадисы и эти изречения посланника Аллаха указывают на то, что, как это опять же объясняют ученые, трактуют ученые ислама, если мужчина имеет такое право по отношению к своей жене в том, что касается удовлетворения своих естественных потребностей, то стало быть, у него есть права на более высокие вещи. То есть он имеет право устанавливать определенные правила в том, что касается воспитания детей. То есть на основании вот этих изречений посланника ученые делают именно такой вывод. То есть он может ставить какие-то задачи, цели перед своей женой. Он может ставить какие-то ограничения. Ну, естественно, опять же, в рамках шариата. То есть, опять же, в рамках того, что дозволил Аллах Субхану ва Тааля. Но не выше. Естественно, да. Но у него есть такое право. Это надо понимать. Если же муж делает какие-либо действия, которые противоречат нормам шариата, что в этом случае делать, если он принуждает жену что-то делать, что противоречит тоже шариату? Что должна делать в этом случае жена? Как поступить ей? Она не должна подчиняться ему, потому что есть известное правило в исламском праве, которое гласит: нет подчинения творениям в ослушание Творцу. То есть кто бы это ни был, муж, директор, я не знаю, компании, где, может быть, она работает в силу потребностей, неважно. То есть нет ослушания, нет подчинения творениям в ослушание Творцу. Она не должна подчиняться ему, но она должна быть мудрой. Она должна быть мудрой. То есть она должна все-таки проявлять терпение. И есть такие примеры в жизни, то есть когда женщина, благодаря своей мудрости, благодаря своей терпеливости, исправляла своего мужа. Такие примеры есть в жизни. В нашей современной жизни, в моем окружении.
Мгм. Бывают в семье всякие ссоры, разногласия. В этом случае как они должны решаться? Стоит ли семье выносить эти ссоры, раздоры, которые в семье были, из дома на публику? Очевидно, что нет. В последней своей прощальной проповеди посланник Аллаха, саллям, знаменитой прощальной проповеди, она очень длинная, я рекомендую всем телезрителям ее прочитать, она доступна в переводе. Он сказал, одно из его заповедей, одно из его наставлений было «Истаусу бин ниса и хайран». «Истаусу бин ниса и хайран, истаусу бин ниса и хайран». Я это перевожу так. Будьте мягкими, побуждая своих женщин к благому. То есть исправляйте их медленно, уверенно и мягко. Будьте мягкими. И посланник Аллаха саллям объяснил это. Объяснил это так. Поистине женщина создана из ребра. Все мы знаем, да, что женщина — это часть мужчины, она создана из ребра. А ребро кривое, говорит посланник Аллаха. Если вы попытаетесь его в один миг исправить, то вы его поломаете. Если же вы его оставите так, как оно есть, то он останется кривым. Поэтому необходимо быть мягкими, побуждая женщин к добру. Но, естественно, то есть любая ссора, она не должна выноситься за пределы стен дома. То есть если мужчина прилагает максимум усилий для того, чтобы исправить положение, да, уладить конфликт, который возник, и он делал неоднократные попытки, но у него не получается, то есть методы, опять же, узаконенные Аллахом субхану ва тааля. В частности, он может просто показать свою отчужденность, проявить свою отчужденность. Покидайте их в ложе, так говорится в Коране. То есть не ложиться вместе спать с ней. И таким образом показывая ей то, что он недоволен сложившейся ситуацией. И это очень сильно влияет на женщин. Если же и это не помогает, то там есть и другие методы, о чем, в принципе, мы можем поговорить более подробно, я думаю, в каких-то других передачах. А из-за чего чаще всего возникают споры, разногласия в семье? Это, может быть, есть какая-то общая практика, может, какие-то моменты несостыковки, может быть, есть? На мой взгляд, почва в семье, она, причем независимо, опять же, независимо от религии. Сейчас вот это общий вопрос абсолютно. То есть почва для конфликтов, она всегда одна и та же. Это два фактора. Это вот как раз отсутствие соответствия кафаа, о котором исламские ученые очень подробно этот вопрос, этот момент объясняет в книгах по фикху, по исламскому праву. Отсутствие соответствия, потому что это очень важно. То есть то, как мыслят мужчина и женщина, муж и жена. То есть какие у них ценности, какие у них идеалы, какое у них образование, какой у них уровень интеллекта, какие у них жизненные цели, да, чего они хотят. То есть чего они хотят добиться в этой жизни. И так далее. Это первый фактор. А второй фактор — это, конечно же, нравственный аспект. Нравственный аспект, потому что то есть все проявляется, в принципе, когда в конфликтах. И из-за отсутствия нравственности люди не могут преодолеть этот конфликт. И очень важно. И в этом смысле даже посланник Аллаха сказал, я бы хотел привести этот хадис: «Иннама бу'исту ли утаммима макарим аль-ахлак». Я был направлен лишь для того, чтобы исполнить, завершить, усовершенствовать благородные нравы.
И также посланник Аллаха Салсалам сказал: лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье. А я лучший из вас отношусь к своей семье. То есть нравственность, она очень важна. То есть без нее никак. Вот эти два основных фактора, на мой взгляд. Друзья, бывают разногласия между женой и матерью мужа. В этом случае мужчине как поступать, какую-то сторону он должен ли занимать или как он должен поступить в этом случае? В зависимости от, наверное, самого конфликта. В зависимости от самого конфликта. Но в любом случае, то есть мать в исламе, она занимает очень высокое положение. Все мы знаем прекрасно хадис пророка Салсалам, когда один из сподвижников пришел и спросил у пророка Салсалам, кто имеет больше прав на меня. И пророк Салсалам ему сказал: твоя мать. Трижды. Мать. Твоя мать. Твоя мать. А потом твой отец. Поэтому мать, то есть из-за ее статуса, но опять же, то есть сам конфликт, то есть кто прав, кто виноват. Тут надо разбираться, наверное, конкретный случай смотреть. Так сложно сказать. А влияют ли семейные отношения, семейные проблемы, которые возникают в семье, на развитие общества, на развитие государства? Сказывается ли как-то? Безусловно. Безусловно, это влияет. Более того, то есть если мы хотим добиться успеха, если мы, как крымские татары, хотим восстановить свою государственность, то мы должны уделить этому вопросу очень весомое внимание, очень важное внимание. Потому что все начинается с семьи. Я удивляюсь вообще многим мусульманам, которые, мечтая о каком-то великом исламском образе жизни, покидают свои родные земли, ищут этот великий ислам где-то в других странах и так далее. То есть мы должны вернуться на свою родину, мы должны, если речь идет о тех, кто был вынужден покинуть свою родину, мы должны восстановить свою государственность. И все это начинается, опять же, с семьи. С маленькой ячейкой общества, да? Конечно, да. Потому что проблема в семье — это как бумеранг. То есть это как цепная реакция. Плохое настроение у мужа, если он пришел на работу, он разбитый, у него нет желания работать, у него нет возможности креативить и так далее. Он выбит. Что от него можно ожидать? Что от него можно ожидать? Это цепная реакция, это все. Или наоборот, он работал, истощился, пришел домой, а дома у него беспорядок. То есть я называю это тылом. То есть тыл, он должен быть надежный. Особенно для мужчины, который является, опять же, добытчиком, тем, кто прорывает путь вперед. Ну, в себе передача подходит к концу, и ваш совет, наставление, возможно, что делать в семьях, когда возникают разногласия, чтобы не было этих разногласий, чтобы была гармония в семье, что нужно делать? Какие ваши советы будут? Если мы верим в Аллаха Субхану ва Тааля, а мы в Него верим, и мы хотим добиться успеха, добиться счастья, как в этой жизни, так и в грядущей, то нам надо делать все так, как Аллах Субхану ва Тааля нам предписал. В том числе и в семейных вопросах. Надо бояться Аллаха Субхану ва Тааля, соблюдать принцип богобоязненности во всем, и, иншаллах, мы добьемся успеха. То есть, и важно понимать, и важно осознавать, невозможно добиться какой-либо милости Аллаха Субхану ва Тааля, ослушаясь Его. Невозможно. То есть и каждый должен это понимать.
Салон Муфтибей. Это была программа «Истихамет направления». Мы говорили с муфтием Крыма Айдер Беем Руставом о семье и семейных отношениях. На этом у нас все. Мы прощаемся с вами и увидимся с вами ровно через неделю. Оставайтесь с АТР. Салам, у нас.